Термокарст – это один из основных криогенных процессов в мире. Термокарст представляет собой просадку поверхности при вытаивании подземных льдов. Если Земля содержит много подземных льдов, то эти участки, они очень сильно подвержены к протаиванию и деградации вечной мерзлоты и проседанию грунтов. Вот эти проседания грунтов – это целый цикл формирования микрорельефа. Термокарст начинается с образования небольших ям из-за таяния подземных льдов. Потом эти ямы объединяются между собой, образуются буллары, это полигональные образования. И эти полигональные образования потом в общем проседают и образуют ия, обводненные уже. Потом ия превращается с усилением развития термокарста в дёдя. Дёдя – это озеро на этих термокарстовых понижениях, котловинах. И эти котловины дальше развиваются и образуют тымпы. Тымпы – это полноводные озера, термокарстовые озера. И эти тымпы со временем, вода испаряется, так как в Якутии это дефицит влаги, и образуются аласы. Вот это весь цикл образования этих форм рельефа мы называем развитием термокарста. Термокарст развивался всегда циклично. Когда потепление климата, например, голоценовое потепление, сегодняшние аласы, самые продуктивные ландшафты, они образовались 5,5-8 тысяч лет назад. Сейчас, в наш период, этот последние 30-40 лет, мы имеем большое потепление климата. И в это время любое антропогенное воздействие, пожары, вырубки и так далее, они несут очень большой эффект для образования термокарстовых форм и рельефа. Вообще сегодня термокарстовые формы рельефа, они несут большой негативный эффект для развития ландшафтов. Вот этот негативный эффект сразу влияет на жизнь людей. Дома, которые построены, становятся негодными из-за просадок фундамента. Где-то 50% пашин в центральной Якутии, они вышли из строя, в дороге приходят в негодность из-за проседаний грунтов. Термокарст лучше предупреждать, чем устранять вот эти последствия.